Визит – это не только экономика и политика. В рамках госвизита главы нашего государства делегация из Кыргызстана посетила Пекинский университет языка и культуры. Это образовательное учреждение еще называют маленькой организацией Объединенных Наций из-за большого количества иностранных студентов. Пекинский университет языка и культуры известен своим вкладом в изучение языков и культур различных стран. Он готовит специалистов в области международных отношений и культурной дипломатии. В университете учатся и кыргызстанские студенты. Абай Абдуллаев второй год как получает образование здесь. Он будущий экономист. Я думаю, Китай – это на нынешний момент один из тех стран, у которого будущее очень быстро развивается. И тем более для нас здесь очень много возможностей. Это торговля, это образование. И, в принципе, уровень жизни в данной стране очень высокий. Можно так сказать, что для всех иностранных студентов в Китае есть хорошие условия. Это наше общежитие, это наша стипендия, это уровень образования. Я не могу выделять именно кыргызов, но могу сказать, что ко всем иностранным студентам здесь очень хорошее отношение. На сегодня взаимодействие с Китаем в образовательной сфере основано на взаимном уважении, доверии и стремлении к углублению сотрудничества в науке и культуре. Выражаю сердечную признательность руководству и коллективу Пекинского университета языка и культуры за великолепную организацию сегодняшнего мероприятия в рамках моего государственного визита в Китайскую Народную Республику. Кыргызстан и Китай связывают богатые исторические и культурные традиции. Существует огромный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. В ходе визита состоялась торжественная церемония открытия бюста выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Айтматов, чьи произведения переведены на множество языков и признаны во всем мире. Он является символом кыргызской литературы и культуры. Уважаемые дамы и господа, Чингиз Айтматов – литературный гигант Кыргызстана. Своим выдающимся талантом и уникальными мыслями он пополнял мировую сокровищницу литературы. Его произведения переведены на более чем 180 языков мира. Бюст делал скульптор Китая. Президент Садыр Джапаров выразил уверенность, что эта работа станет источником вдохновения для молодого поколения, побуждая его изучать идеи и творчество Айтматова. Уверен, что открытие памятника в Пекинском университете языка и культуры станет значимым вкладом в укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и будет служить прочным символом дружбы наших народов. Уважаемые участники торжества, дорогие друзья, открытие памятника Чингизу Айтматову в стенах вашего университета – это не просто дань уважения великому писателю, но и яркий символ дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений, основанных на многовековой дружбе и взаимопонимании между нашими народами. Увековечение памяти таких выдающихся личностей, как Чингиз Айтматов, не только укрепляет культурные связи и взаимопонимание между народами, самое главное – это вдохновляет молодое поколение на изучение и сохранение богатого культурного наследия Кыргызстана. Я как академик, как переводчик и литературовед очень горд, что в нашем университете установили бюст Айтматова. Мир узнает кыргызскую литературу благодаря его произведениям. Студенты, молодые преподаватели уже интересуются выдающимся писателем. В университет установили не просто памятник, а часть нашей культуры. Теперь читателей кыргызского писателя будет очень много. Подобные бюсты и памятники, которые отражают культуру Кыргызстана, устанавливаются во многих странах уже 3-4 года. Это не только повышает узнаваемость нашей страны и культуры, но и говорит об активных диалогах между Кыргызстаном и другими государствами. На сегодня в Азербайджане, Туркменистане, Турции и России имеются памятники Чингизу Айтматову. Также в Турции и в Казахстане установили памятник Манасу Великодушному, а в Германии открыт памятник юному кыргызскому коммунисту. Помимо этого, в Италии есть целый парк под названием «Кыргызстан».
Ахмер Нурдинова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Пекин, Китай.